Вначале было слово. Вначале было, когда я был очень маленьком возрасте, у меня был знаменитый родственник Рафаэль Дмитриевич Ермолаев, вот, которого знает род Рафаэль Агатайский. И вот постоянно он к нам ездил в Солу, в Мегно-Кангаласский район, где мы жили. Он сам оттуда, родственник. И все мои родственники восхищались им, гордились им. И мне тоже так казалось: ой, елки-палки, вот бы стать как он, поэт или писатель. И вот с этого все и пошло, завертелось. Почему? Потому что я, когда маленький был, мама, самая хорошая работа, чтобы ничего не делать, лежать, а деньги бы шли. Мама сказала: будь как наш родственник Рафаэль Богатайский. Не работая, пиши там, и будут деньги. О, значит, надо стать писателем. Все, рецепт. У меня нету такого разделения. Я просто существую, живу, общаюсь с людьми, читаю книги, смотрю интернет, фильмы смотрю. Не важно мне, что это будет. Не важно, абсолютно не важно. Главное — это общение с людьми, я так думаю. Надо просто жить вместе с коллективом, со своим миром, который тебе по душе. И все. А то, что книги, драматургии, фильмы, это для меня нет никакой разницы. Я просто рассказчик. Просто я хочу о своих ребятах, потому что первая моя вещь, которую я сам поставил в 1988 году, спектакль «Яка себе киберяри». Вот это о моих самых близких товарищах, о мелодисте Саше Дмитриеве Кимече. Кстати, завтра в культурном центре ЯГУ, Маинский народный театр, этот спектакль показывает здесь, в Якутске, ЯГУ. Вот. Это машина мысли, машина памяти, я не знаю. Ну, во-первых, действительно, в моих вещах очень много христианской темы, потому что я сам человек крещеный, но я не ортодоксальный христианин, потому что я знаю, что волхвы, которые
которые пришли после Рождества Христова. Подожди. Да. Они же шаманы. И у меня тоже, когда-то я написал тоже одну вещь, которая нигде пока не напечатана. Это о шаманах, которые в прошлых реинкарнациях их звали Гаспар Каспар-Оюн, Мельхиор Мелькер-Оюн. Ну, типа вот такого. И все вспоминают, как они к малышу Иисусу вот приходили, и они видят, как его распинают на кресте Голгофа. Есть такая вещь напечатанная. Так что в те года, ранние, вот, христианские, волхвы не стесались кем-то от дьявола там. Это потом уже начали шаманов уже к дьяволу там всякое там. Так что все нормально, все образуется. Никакого в этом на самом-то деле вот такого антагонизма, конфликта нету. Конечно, смерть, она нужна. Это смерть, как фильм, монтаж ты делаешь, так ведь? А без финала нет ничего. Обязательно должен быть финал. Без смерти у человеческой жизни нет финала. Так что смерть нужна, ребята. А на самом деле смерти вообще-то нет. Просто другое измерение. Потом опять возвращаемся сюда, чтобы как-то исправиться. Так что реинкарнация это есть. Хотя христианство это отрицает. Это тупо и глупо. Потому что в раннем христианстве реинкарнация не отрицалась. Все знали это. Я был в Гималаях дважды. Там вообще вопроса даже вот такого нет. Есть реинкарнация или нет? Все знают, что есть она. Пора народу об этом знать. А то мы атеисты, у человека одна жизнь, и прожить ее надо так, чтобы не было без это знаменитые слова. Это тупость и глупость. Так что человек должен знать, что за смертью есть тоже хорошая жизнь. Хорошая, плохая, это зависит от самого человека. И все. Ну, это каждому саха, я не знаю. Это у каждого человека на земле. Будь ты саха, будь ты еврей, будь ты русский, будь ты японец, папуас. Все мы в этот мир переходим с страданием. Что-то нам в этой жизни надо исправлять, за что-то отвечать, которую мы в прошлых жизнях что-то плохое делали. Если человек был убийца, там насильник, рвет, он в этот жизнь появляется инвалидом вообще, да, чтобы он не мог совершать ничего. Если был насильником, то он родится женщиной, которые будут тут наоборот ее насиловать. Вот так. Это называется карма. Это все должны знать. А мало кто знает. За все приходит ответка. Это называется карма. И все.
героя хватает. На севере Арктика — это самое удивительное место на Земле, где есть герои, никуда далеко ходить не надо. Поезжайте на север, там вот, ты говоришь, дуализм. Летом 40-я градусная жара, зимой 70 градусов. Вот это контраст вот такой. Это только у нас есть. Так что у нас героев искать не надо. В любой поселок зайти. Хотя мои герои — это алкоголики почти все, чудики. Но я их очень люблю. Мне нафиг надо героев там искать, которые там какие-то вот такие. Мне это нафиг надо. Пусть о нем пишут иные. А мои алкоголики, Куба, любовь моя, вот вся это вот это. Я их очень уважаю, люблю, из которых бы это все из моего села люди. Я очень обожаю Василия Макаровича Шукшина. Вот, а все там Шекспира ставят, умничают. Все это ерунда, ребята. А ищите своих героев у себя. Это все. А насчет якутского кино тут ничего говорить не буду. Все идет нормально, все идет хорошо. Ребята молодцы. А нигде в России такого региона нету, где все снимают кино. Это здорово. А если в России, то это, считай, шарики во вселенной. Конечно. Да и в России все народы прошли репрессии. Все. Мы в одном котле, в одной лодке. Так что я считаю, что да, но мы это должны были как-то через это дело, через эти испытания. Реальность более оттуда. Так что испытания — это у всех народов России. Вот поэтому за Россией будущее. Россия настолько натерпелась, настолько такие испытания, что сейчас уже Господь уже России дает зеленый свет. И все. Я верю в это. За Россией будущее. Все. Было. Я в 94-м году сделал кругосветку. С Якутска поехал на запад и вернулся через шарик с востока. В Америке был. Мне казалось, что там это страна, о котором я мечтаю. Потом я в Америке был где-то 7 раз или даже больше. Потом уже пришло ко мне внимание. Я молодых не осуждаю. Молодые должны все увидеть, все попробовать. Это ясно, что сейчас знаю айтишников много, которые в Казахстане, в Таиланде. Это все нормально. Но тут их не надо ругать, не надо осуждать. Они все это поймут.
потому что любимая ихняя Америка скоро накроется, Европа накроется, и мигранты будут они, а Россия их будет жалеть, помогать. Вот такая Россия добрая. Это сейчас с этим спецоперацией в Украине все это скоро закончится. 2-3 года никто об этом не вспомнит, потому что на нас надвигается кризис еще потяжелее. Это и экологическое, это продолжение. Все. Останется только Россия. Пишите. Ну, главное материальное это то, что мы в таких климатических условиях выжили. Это и есть самое главное. А в духовном смысле, вот канун Исеха мы с вами разговариваем. Такого массового праздника, такого великого праздника в мире нету. Это я как говорю, как член культурного, этнокультурного объединения Эль-Лияда, которые делали Исехи во Франции, в Америке, ну, вот так, в Мексике, вот участвовал. Все удивляются. Такого великого праздника, как нас Исех, просто не существует в мире. Вот это, считаю, духовное самое наше народа Саха, которые почему-то вот ЮНЕСКО не замечает. Там какая-то корейская песня Арират, корейцы, извините, становится шедевром ЮНЕСКО. Извините, а почему не якутская песня? Исех должен быть объект, как называется, нематериального, шедевр, да, вот это. Обязательно должен быть. Такого, как наш Исех, нету во всем мире. И которые именно в день летнего солнцестояния, это космический праздник. Вот. Вообще нет. Якуты самый художественный народ, так что боязни вообще нет. Не надо бояться. В армии все якуты художники, в штабе там работают. Все художники. Самый не художник, это я был в классе. Все рисуют хорошо. Так что тут никакой боязни у меня нету. Но у нас в Якутии все равно, конечно, с языком большие проблемы. В городе уже и школ мало, детсадов вообще мало на якутском языке. Вот это действительно есть вопрос в этом. Но вся наша якутская культура мощную подпитку берет из села. Так что в селе настоящий якутский дух